В Сыктывкаре неравнодушная сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников. Гражданский поступок отметила столичная полиция. Женщина 37-го года рождения чуть было не отдала злоумышленникам больше 50 тысяч рублей. Но вот в этот раз они ушли ни с чем. О неприятной истории с хорошим концом расскажет Евгений Стокас. Мария Мартемьянова получает цветы из рук начальника столичной полиции. Повод и радостный, вместе с тем тревожный. Работница банка вырвала из рук мошенников пожилую женщину и спасла ее последние деньги – 52 тысячи рублей. Мария заподозрила неладное почти сразу, а затем долго общалась с пенсионеркой, оттягивая время. Она очень сильно переживала и была на телефоне. Я обратила внимание, что под каким-то воздействием каких-то лиц она общалась. И хотела снять данную сумму. Я задала вопрос: вы с кем разговариваете? То есть она не могла даже ответить, кому она хочет перевести. 85-летняя сыктывкарка, чуть не ставшая жертвой преступления, живет одна. В феврале перенесла инфаркт, до сих пор с трудом ходит и говорит, но в банк, послушавшись телефонную мошенницу, пошла. Жертва была настолько уверена в искренности преступницы, что сначала даже соврала, для чего именно снимает средства. Я уже расстроена, со слезами, не могу ничего разобраться. Я говорю, мне будете. Она говорит, куда отправлять хочешь? Я говорю, да у меня диван раскатался, развалил. О, это, говорит, хорошее. Так, вы сказали на диван? Да. Ну вот, слово за слово, сейчас раньше. И они, оказывается, полицию вызвали, вот эти операторы. Оказалось, что ранее эта же пенсионерка уже отдала мошенникам более 300 тысяч рублей. В этот раз ее спасли неравнодушие и внимательность Марии, но множеству легковерных людей везет меньше. Мошенники изобретают все более изощренные истории и схемы обмана, угрожают жертвам, торопят их и запрещают с кем-либо общаться. Сам человек-то не задумывается, что банковские структуры не работают дистанционно, и сняв деньги, когда ты уже в руках держишь наличные деньги, переложив на непонятный их какой-то счет, ты не обеспечишь их сохранности. А те граждане, которые более наблюдательные, более подкованные юридически, наверное, там видят, они должны реагировать, останавливать людей, чтобы они дальше не стали объектами преступления. Полицейские стараются отмечать и благодарить таких людей, как Марина Мартемьянова, чтобы побудить и остальных при случае вмешиваться и портить планы мошенников. Ведь только гражданское и человеческое неравнодушие часто могут спасти невинного человека из крепких пут преступной лжи. Евгений Стокас, Алексей Паршуков, Юрган.